Снег на улицах города, казалось бы, радостное погодное явление, но оно таит в себе кучу опасностей. Одно из них – лед на водных объектах. И уязвимее всех, конечно же, маленькие жители столицы. Именно для них Главное управление МЧС по Чеченской Республике совместно с Главным управлением МВД по городу Грозный провели инструктаж для предупреждения несчастных случаев на льду. Данное мероприятие нами проводится ежегодно. Сегодняшнее мероприятие нам было проведено совместно с Чеченским поисково-спасательным отрядом, полицией по делам несовершеннолетних, УМВД России по Чеченской Республике и администрацией Заводского района. Данное мероприятие нужно для повышения знания уровня наших учащихся жителей республики, для того, чтобы они знали правила поведения людей на водных объектах в зимний период. Ввиду климатических особенностей нашего региона, льда у нас фактически в прошлом году не было, в этом году тоже фактически его нет. А форс-мажорных ситуаций, провал под лед тоже у нас не было. С целью, чтобы не было таких происшествий, нами проводятся данные мероприятия. Они также проводятся в школах и в других детских образовательных учреждениях для повышения уровня знаний детей. Тонкий лед на воде кажется прочным и зачастую вводит в заблуждение даже взрослых. Что нужно делать, если вы сами или кто-то другой провалился под лед, показывали инструктора поискового спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций. Насколько лед хрупкий. То есть, когда человек насыпает на лед, вот уже проваливает. Дети слушали и смотрели лекцию внимательно. Кто-то из них даже смог примерить для себя роль спасателей. Нам показывали, что надо делать на льду. На льду. Если да. человек провалился в лед, да. Провалился под лед. Теперь ты сможешь, если ты увидел такую ситуацию, видишь, что какой-то твой товарищ или девочка из одноклассница может попала в трудную ситуацию такую, что она каким-то образом провалилась под лед. Да. Ты теперь знаешь, что нужно делать? Нужно звать на помощь и звонить, если, конечно, рядом с тобой кто-то есть. Обязательно. А еще самый лучший вариант какой? Вообще не подходить к льду, потому что в Грозном лед очень некрепкий. Очень некрепкий. Если он зеленого цвета, то к нему вообще нельзя подходить. А если он синего или голубого, то можно подходить тогда. Да. Но нежелательно. Вообще, да. Льда нужно держаться подальше, верно? Особенно в Грозном. Такие лекции проводятся на постоянной основе для того, чтобы снизить риск несчастных случаев на воде, как рассказал сотрудник Министерства внутренних дел Чеченской Республики. Тема эта животрепещущая и актуальная. С учащимися была проведена профилактическая беседа по повышению уровня безопасности на водных объектах, а также было наглядным образом показали, что будет происходить, если люди будут ходить на льду, и в случае несчастных случаев, если они проваливаются, как нужно предпринимать правильные меры по выемке утопающего лица. За моей спиной находится знак, который прямо указывает: ходить по льду запрещено. Эта информация как никогда актуальна в условиях современных климатических особенностей нашего региона. Башир Саутиев, Рамзан Мусаев, информационное агентство «Грозный информ».